Более сотни детей захотели стать голосом главной героини мультфильма «Маша и медведь». В Северной Осетии дублируют любимый мультсериал. Чтобы озвучить его на осетинском языке, необходимо соблюсти строгие требования. Пока ищут осетинский голос русской Маши, идет работа и над другими мультфильмами. Авторы дубляжа озвучивают фиксиков и уже практически закончили работу над смешариками. Подробности у Марата Гугаева. Ты кто такой? Еще. Эта озорная девчонка и добродушный косолапый не нуждаются в представлении. Машу и медведя знают не только в России, но и за рубежом. Мультфильм показывает более чем в 100 странах, переведен на 25 языков, и на этом создатели не останавливаются. Теперь герои мультфильма заговорят и на осетинском. Это идея общественников из Федерации национальных игр, культуры и спорта. Развивать осетинский язык они считают необходимым. Делают для этого все возможное. В прошлом году ребята продавали силиконовые браслеты с надписями и национальной символикой. За вырученные деньги решили вот так порадовать детей и взрослых. В ходе акции было реализовано более 5000 браслетов. На собранные средства мы выкупили определенные права у правообладателей. Это немного длительный процесс, после чего заключили договор со студией звукозаписи, которая непосредственно занимается переводом и озвучкой самых популярных мультфильмов. Маша и медведь, фиксики и смешарики продублировать решили самые любимые современные мультфильмы. Попасть на 100% в оригинальный звук оказалось нелегко. Над 6-минутной серией одновременно работают несколько человек – актеры, монтажеры, режиссер. Фатима Пагиева руководит всем процессом озвучания. Самое сложное, говорит она, найти сейчас девочку, которая в точности передаст взрывной характер Маши. Без нее работа стоит, а сроки поджимают. На кастинг уже подали заявки более 100 человек. Оказалось, принимать участие в проекте хотят не только дети. Были взрослые, которые звонили человеку 28 лет, и нам позвонила девушка и говорит: я очень хочу, я вот хочу принять участие, чем-то помочь. Позвонили мне родители одного мальчика и сказали, что у него один в один похож голос. На то, чтобы найти Машу осетинку, скорее всего, понадобится много времени и сил, говорят создатели национальной версии популярных мультфильмов. Да и правообладатели выставили жесткие требования. Во-первых, девочка должна подходить по возрасту, быть не старше 8 лет. Во-вторых, харизма и энергетика почти полностью должны быть схожи с Машей. И, конечно, героиня должна свободно говорить по-осетински. И, конечно, мы столкнулись уже с нашими проблемами осетинского языка, потому что не все детки умеют читать. Вот с 7 до 8 лет не все умеют читать хорошо на осетинском языке и петь. Параллельно в студии озвучивает и другие мультфильмы. Первый сезон «Смешариков» готов полностью и ждет дня премьеры. Немного осталось и фиксикам. Сейчас за этой дверью происходит маленькое волшебство. Знаменитый герой фиксиков начинает говорить на осетинском. Сейчас это мама главного героя Дим Димыча. Совсем скоро она заговорит голосом народной артистки нашей республики Дианы Черчесовой. Ну а вход сюда строго запрещен. Дим Димыч, байрай, амштам, нуртаккадам бахарын. Каждую реплику повторяют несколько раз, потом режиссер выберет лучший вариант. Для профессиональной актрисы Дианы Черчесовой трудным оказалось не столько попасть в интонации, сколько уместить фразу в заданный хронометраж, чтобы каждое слово попадало под произношение персонажа. Сложности перевода, говорит актриса. Если на русском языке есть какая-то короткая фраза «здравствуйте», да, то на осетинском это пока звучит «дабон хорж». По размеру это, и поэтому нам приходится иногда подстраиваться, иногда, в общем, искать более приемлемые варианты. Эти мультики создают не просто для того, чтобы развлечь публику, говорят авторы проекта. Цель другая – популяризация национального контента. Мультики собираются распространять в детсадах, школах и телевизионном эфире. Зрители уже ждут. Марат Гугаев, Артур Габуаев, Хетак Гапоев. Новости Осетии.